Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана прибыл в Москву на парад в честь Дня Победы. Туркменистан отправит в Афганистан гуманитарную помощь. Медина Аманова завоевала серебро чемпионата Азии по тяжелой атлетике и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл сегодня в Москву для участия в Параде Победы. В Ашхабаде состоялось шествие бессмертного полка. Патриотическая акция, инициированная посольством Российской Федерации в Туркменистане, прошла на территории совместной туркмено-российской школы имени Пушкина. В шествии бессмертного полка приняли участие более 1200 человек. По сложившейся традиции взрослые и дети с портретами своих дедов, прадедов, бабушек, прабабушек и других родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли в торжественном шествии вокруг здания школы. Туркменистан в ближайшее время отправит гуманитарную помощь афганскому народу. Соответствующее распоряжение подписал президент Сердар Бердымухамедов. Согласно документу, лекарственные и медицинские средства, товары и продовольственную продукцию в качестве гуманитарной помощи предписано передать соседнему Афганистану в мае 2023 года. Главы государств Центральной Азии посетят Китай с визитом. Как передает официальный представитель МИД КНР, президенты Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и Таджикистана, к которым присоединится глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, примут участие в саммите Китай-Центральная Азия. Саммит пройдет в городе Сиань, административном центре провинции Шанси, под председательством Си Цзиньпина. С 10 по 30 мая в Музее изобразительных искусств Туркменистана будет работать выставка итальянских фотографов. На выставке будут демонстрироваться работы 75 фотографов, которые изобразили Италию. Каждый по-своему рассказал историю очарования и разнообразия, природы и людей. Изображения сделаны с помощью различных техник и художественных способов, сообщила пресс-служба посольства Италии в Ашхабаде. Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля 2023 года. Об этом сообщается на сайте главы государства. Отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановил назначить выборы на 9 июля. Центральной избирательной комиссии Узбекистана поручено обеспечивать организацию и проведение голосования. Эти выборы будут первыми после внесения в Конституцию Узбекистана поправок, предусматривающих увеличение срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет. По конституционному закону Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на пост президента. Медина Аманова из Туркменистана завоевала серебряную медаль в весовой категории до 64 килограммов на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Чинджу. Аманова стала второй с результатом 207 килограммов. Победу одержала спортсменка из Монголии с результатом 211 килограммов в сумме двоеборья. Сборную Туркменистана по дзюдо возглавил японский специалист, чемпион Азии 1995 года и Азиатских игр 1998 года Казухико Такуна. В течение 2 лет он в качестве главного тренера национальной сборной будет готовить дзюдоистов Туркменистана к чемпионатам мира и другим крупным международным соревнованиям. В Ашхабаде завершился открытый чемпионат города по большому теннису среди детей до 12 лет. Турнир прошел в теннисном комплексе Олимпийского городка. Организаторами состязаний выступили Федерация тенниса совместно с Главным управлением спорта и молодежной политики Ашхабада. В чемпионате приняли участие более 90 спортсменов с разных уголков Туркменистана. По итогам соревнований первое место в одиночном и парном разряде среди мальчиков и девочек до 12 лет заняла спортсменка теннисного клуба «Ашхабад» Сульгун Ишанкулиева. В парном разряде этого успеха она добилась вместе с ученицей туркмено-российской школы имени Пушкина Анной Понятовой. Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси получил премию лучшему спортсмену 2022 года по версии Мировой академии спорта «Лауреус». В борьбе за награду Месси обошел своего одноклубника, француза Килиана Мбаппе, двукратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена, испанского теннисиста Рафаэля Надаля и американского баскетболиста Стефана Карри. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.